О. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовый. Хорошая музыка, но вам послушать не удастся. Ладно, будем разгружаться. Опа. О, какая красота. Вообще, прелесть летней рыбалки, основная прелесть, это в том, что она летняя. Если какая-нибудь зимняя или осенняя рыбалка, она как бы без рыбы превращается в такой: ой, не, мы поехали, замерзли, рыбы никакой не наловили, и теряет всякий смысл, то летняя рыбалка, она имеет смысл и без смысла. Вот я сегодня прокатился, знаю, что нифига не будет, вообще глухо. То есть вот белая рыба, и это, как она называется, как бы ее черт подрал, всякие линии, о, это я видел. Они ходят хмуро. Они ходят, управляя одной рукой, тут можно и не на дороге. А то начнется: вы ездите неправильно, вы дышите неправильно. Все мы делаем правильно. Короче говоря, что я хотел договорить по рыбацким делам. Потому что я понял, что рыбакам чужая рыба не интересна. Ну, то есть, как бы наоборот, вызывает такую отрицательную эмоцию. Поэтому рыбу я больше показывать никого не буду. Даже если она будет приличная. Да это никому, честно говоря, не интересно. Потому что рыбаки, они и сами хорошо все знают. Чему объяснять. А не рыбакам это тоже особо не интересно. Потому что вызывает такой один гринписовец какой-нибудь: надо рыбу выпускать. Не, ребята, рыбу хорошую я такую, как в ограниченных количествах, я не ловлю по 5-10 килограмм. Но если я поймаю хорошую щучку, одну, двух, я ее обязательно беру с собой. И поверьте, это нормально. Так нас учит здравый смысл. Я люблю свежую рыбу. Вот видите, красота такая. Люблю я свежую рыбу. У меня очень даже неплохой аппетит, особенно после купания. Я вот за что люблю
летнюю рыбалку. Собственно, за то, что поймал, не поймал, но покупался и получил эмоции. Потому что я вот этими эмоциями летними живу потом весь зимний период. Потому что я, честно говоря, не очень люблю белорусскую осень. Ну так вот где-то до октября нормально, ноябрь вообще терпеть не могу. Хотя в прошлом году, между прочим, неплохой был ноябрь. Поэтому вот такие дела. Ой, накупался. Сейчас приеду, меня ждет кофе. Но я, как всегда, конечно, наверное, опоздаю минут на 15. Время ж летит. О, какое озеро. Люблю я вот это маленькое озеро. Почему-то. Я с первого года, вот когда мы первый год тут были, полностью лето, в 19-м, я как-то это озеро полюбил. Тут вот такие люди живут вокруг. Интересные домики. Очень душевно тут. Очень душевно и хорошо. А сейчас это Вива Браслов, я хотел на Видовской взглянуть, но тут же кругом сотрудники милиции. Что они тут сотрудничают, я не знаю, но, видимо, обеспечивают какой-то общественный порядок. Хотя у нас порядка вроде и так хватает. Как-то не видел я тут особого беспорядка. А если тут и есть какие-то беспорядки, то, как правило, никто не выносит ссоры из избы. Старается, по крайней мере. Вот эта вот площадка мне нравится. Человек так красиво вот все оборудовал, валунов притащил. Вообще классное место. Но вот такой день. Вива Браслов сейчас идет. Все на этой Виве толкутся. Мы пару раз съездили на Виву, на эту, на Брасловскую. И все, я как-то... Первый вот год нормально был, в 19-м году, по-моему. В 19-м году мы поехали. Была какая-то атмосфера такая. Больше такой атмосферы не было. Люди сидели на холмах, вокруг в палатках своих. Как-то не было тогда особо никаких этих разногласий. Пели, пили. И это было прекрасно. И это было просто чудо. Ну а потом вот эти заорганизованные хедлайнер, которого никто не знает. Какой-нибудь Вася Пупкин, который 3 раза спел где-нибудь непонятно где. Это как этот сейчас славянский базар тоже. Где-нибудь, как это, не к ночи быть повязан. Вообще пригнали какую-то попсу непонятную и стариков, которым уже на пенсию давно пора. На пенсию, причем такую капитальную. Поэтому вот такая у нас и эстрада. Поэтому молодежь надо какую-то толковую. Не с этими вот песнопениями такими странными. Ну, типа песняры вот были, да, вот это была группа. Да даже остальные эти. Несет меня течение сквозь запахи осенние, и лодку долго кружит на волне. Мы с этими, вот эта хатика бабушку ждет постоянно, караулит. Такая собака милая, уже видно возраст, толковый пес. Короче говоря, вот день начинается, воскресенье, я себе начал в 5 утра. Поднялся и решил съездить посмотреть на озеро, на туман.
И посмотрел. И получил заряд энергии и бодрости. Это наш коридорчик, да, классный. Оба. Все. Проскочил этот тракторило. Не люблю я в этом узком месте, но они мне постоянно тут встречаются. У него сзади там такие эти плуги торчат, а дорога узковатая, поэтому я все кинул и, так сказать, постоял, подождал его. Ну вот, мы и дома. Ой, второй не сеться. Ядерный. Да я вовремя успел сдрыснуть. Вива Браслав закончилась. И люди все мимо нас. Кто проезжает. Вон все смотрят достопримечательности. Наши достопримечательности смотрят. Ну тут да, есть на что посмотреть. Красота. Сам люблю смотреть. Сегодня хорошо, жарковато. Ну, кстати, пока еще не видно, чтобы люди неслись. О, разнообразие. Ну, вот такая у нас тут обстановка. Как-то прошлые годы обычно в воскресенье шпарили целыми колоннами. Наверное, в этом году поменьше там людей. Хотя я на пляже видел одного с этой бирочкой на руке. С бирочкой на руке. Как-то так. Миссисиклист. О, это да. Бывают тут такие. Полет этим надо. Ну что ж. Природа. Природа не терпит пустоты. Народ любит наши достопримечательности. Впечатляет себя. Ага. Ну сегодня, кстати, как-то меньше машин проносится к Яру. Поздно, наверное. Еще не время. Может быть, да. Еще, наверное, Погода догуливают. хорошая, Ну они да, там да, наверное, купаются. уже, да, решили до последней. Да. Ди-ди-ди-ди. Ох, мы с тобой накупались. Картошечки сварю. Сегодня у нас тут видишь аншлаг. Ну, я тут много было народу, поразъезжались уже трохи. А это что такое поехала? Это вот что за машинка такая поехала? Так, это обычная машина. Снежненькая. Какая? Снежненькая. Обычная машина. Машина это как снежненькая. машина. Заблудился, Но чувак. не в ту сторону поехала. 77. Минчанин тоже. Такой же минчанин, как и мы, только тот минчанин. А мы просто с номером минским. Мы просто номерные. Но у меня задняя щетка, что хочет, то и делает. А у тебя давно что-то Я ее выключал, а теперь включил, так они еще вместе с этим, с поливалкой сотрудничают. Что? Я за попу укусил слепень, зараза, знаешь? Я тут снимает Сейчас так чешется. снимает этот. Что я никому не сказал? Я же тебе сказал, что... Я ж не поняла. Не, ну слепень меня тоже укусил. Ой, Это издержки нашего, так сказать. да. Быта. Сидеть не могу. Все, когда рассказывают
как мы отдыхать в Белоруссии там или в этой самой какой Белоруссии или как они в Карелии. Все рассказывают, как они хорошо, но никто не упомянул ни комаров, ни слепней, никого. Типа это такая, ничего, приедете, разберетесь. Хороший сегодня день. У меня он вообще длинный, я встал 5 часов. Ты, между прочим, поднялся. И Я, что? я проснулась, и я больше тоже не спала. Серьезно? Да? Я отключила телефон, слушала, лежала. Думала, может, усну. Нифига. Потом смотрю, открываю глаза, Ника на меня во все глазки смотрит. Ха, Ну что делать? Может, ну ладно. поняла. Нет, я встала, сделала себе завтрак, ей покушать, сделала, мы поели. Потом пошли гулять. А я в это время пытался поймать золотую рыбку, но ничего у меня не вышло. Не тот аквариум оказался. Не тот аквариум. Не, видно было, что гуляет эта белая рыба. А хищник, Белая рыбица. белая рыбица, а хищник сегодня не гулял. Сегодня не его день. И его был день сегодня. Вот такой воскресный у нас тут. Красотки, красотки. Красотки. Так красиво было. Слушай, Да, и это был август, вот еще даже и облетали уже листья. Но все равно было очень красиво, было только впечатление. А сейчас едешь, даже какой-то... я каждый день езжу, как в первый раз. Серьезно, а для меня вышла как обычная дорога. Вот иногда просто, знаешь, бывает, ну, отключишь мозги и не думаешь о том, что ты вот по ней каждый день ездишь, знаешь. А вот так вот посмотришь взглядом стороннего человека. Красиво. Так я всегда наслаждаюсь этими видами. Я не знаю, я как-то не могу привыкнуть к А у тому, меня что... нет, у меня как-то Так я знаю, что обычный обыватель, приелось это все. а мне не приелось. Обычно все мне. А я каждый раз, вот как в первый раз. Первый раз, первый класс. Не, я серьезно говорю, я все время вот эти красоты вижу. Поэтому мне легче, я наслаждаюсь. Сейчас едем домой, наше наслаждение высыпется. Да. А спать будет она сытая.